Ну, конечно, я могу сбить гроши. Я лишь рада, что мы еще встречи для Дюшина. Як завсёды мы трохи задовго збираємося, але я сподіваюся, що ми так трошки засвоїмо проступок і нам буде легше. Гэты ленінг, як завжди, присвячений одной з тем, але абмяркоўваць мы будем розныя, а гэта тема гульні. Мы не в этом годзе з одного боку чакана, з другого боку не надта чакана, вельмі моцна паглыбіліся ў гэтую тэму гульні, магістраў гульні, нават адкрыўшы школы. І вось зараз у нас ёсць магчымасць падумаць пра тое, што мы ўжо нарабілі і што рабіць далей з гэтым паняткам, з тым, як гэта звязана з універсітэтам. І гэтаму будзе прысвечаны пленары. Я думаю, што большасць разабралася ў праграме, большасць ведае па розных папярэдніх школах, але я патлумачу яшчэ раз нашу праграму. У нас есть гэтая агульная тэма гульні, і ёй будуць прысвечаны так званыя пленары, на які мы збіраемся ўсе разам. Я спадзяюся, іх ніхто не прапускае, бо ўсім вельмі цікава. Мы збіраемся, і гэтыя пленары да абеда. Там сёння адзін выступ, а далей па два выступы, і апошні дзень мы агульным чынам вядзем дыскусію, абмяркоўваем, як нам жыць далей, вось ва універсітэце гульні, ці можа мы да гэтага часу вырашым, што в нейкім іншым універсітэце. Пасля абеду у нас адкрытыя кафедры. Як вы бачыце, тут ёсць паралельныя кафедры. Калі вы паглядзіце на праграмку, гэта значыць, што адначасова будуць ісці у двух месцах будуць адбывацца нейкія падзеі. Гэта лекцыі, майстар-класы ці дыскусіі. Магчыма, у нас заўтра будзе трошкі зменаў у праграме, но мы гэта тады распавядзем. Адна кафедра будзе тут, і гэта першая калонка. Каб было зразумела. Гэта першая калонка. А другая кафедра, гэта будзе, я думаю, што палову ўжо схадзілі, там по такой дороге, калі прайсці ўздоўж возера, там ёсць такі на вуліцы альтанка. Другая кафедра будзе там. Там альтанка не накрытая. Больш комфортна. А другая кафедра больш комфортна. Ну, гэта будзе залежыць ад надвор'я, якое абсалютна непрадказальнае, як вы бачыце, небо, кошмары. А где комаров больше? Это вы сами будете вымирать, я думаю, что там. А першая просто раз. Першая колонка тут, другая колонка там. Ну, калі захочацца, першай колонкі будзе вельмі цудоўна надвор'е, можна паспрабаваць выпаўзці сюды. Адкрытыя кафедры ніхто не вядзе. І тыя, хто там чытае, самі адказныя за тое, каб пачаць час і скончыць час. Паколькі прастора у нас вялікая, наш звоночек недосягальный, все равно никто не чує его. Тому давайте домовимся так, что мы зараз трохи спасились, але далее мы идем по программе, и все мы просто ведаем, что все начинается у час, и никто никого не зове, никто никого не чакае, и мы просто у час начинаем, ну и стараемся скончить так само у час. Только вот зараз мы сдвинемся на полгодины, и там у нас как раз у обеда есть еще полгодины до тысячи, и мы как раз, думаю, поспеем, а далее уже, ну, все на самостойное выканание. Что я еще повинна сказать про организацию? Ну, здаецца, остальные питания можно будет задать потом. Юля может что-то патлумачыць, туда нас будет приезжать, Ежи нам будет готовать. Ну и увечары вольный час апроч таких клубных падзеяў, якія будут так само адбывацца. Все, больше не буду займаць час. Я даю слово першаму выступоўцу, гэта Владимир Мацкевич, які нам распавядзе нешта пра нас самих, про то, як мы змяняемся, ці не змяняемся, и все гэта называется меморандум Мацкевича-Бромберга. Калі ласка.
составные части, наверное, в каждую переломную эпоху содержательно по принципу определяются как-то иначе. В наше время, я думаю, что демаркационная линия проходит сразу по нескольким пространствам. Так или иначе, эти пространства мне необходимо было бы затронуть, развернуть и, если потребуется, как-то протоптать. И эти пространства связаны с тем или самоопределением методологии в нашем современном обществе, которое не имеет пока какого-то ясного названия. Ясного названия и ясных категорий, описаний. Это уже давно не постиндустриальное общество. Это уже давно не общество там, потребления. Это давно не социализм, не капитализм или что-то еще. Это нечто достаточно новое, несмотря на то, что сегодняшнее общество, наступление сегодняшнего общества видели, предсказывали, перцепировали разные мыслители, исследователи, филологи, философы, методологи, но как-то нормально назвать его не получалось. Есть одно странное название, несмотря на то, что оно привычное, оно тем не менее странное. Это информационное общество. Я, наверное, потом немножко скажу, в чем его странность. Но я бы отметил скорее то, что когда люди задумывались над тем, что у нас возникает, вылупливается, образуется какой-то новый тип общества, то никто не смог найти значительных характеристик, каких-то особенностей, субстанций этого нового общества. И поэтому называли его, типа как у Тофлера называется, общество третьей волны. Что значит третья волна? Откуда, куда волна? Почему третья? Какая-то еще? Ясности это никак не добавляет. Поэтому и я не буду пытаться даже придумать какое-то название для этого и характеризовать его каким-то одним образом, через особенность, субстанцию и так далее. Я остановлюсь только на том, как методологи осознавали себя в этом становящемся обществе и самоопределялись в нем. И это самоопределение методологии или носителей в новом обществе задаются, опять же, несколькими пространствами, которые так или иначе я уже называл. Но, наверное, их можно немножко увеличить, но хотя бы справиться и с этим. Это статьи, ну или лекции из цикла «Введение в философию». Я говорил о логосе, топосе, праксисе и этосе философа. И различия между теми людьми, которые так или иначе устремлены в новое общество и согласие, внутренним согласием движутся к нему, и те, кто понятия об этом не имеет и, соответственно, не может согласиться или не согласиться с этим движением. Другая часть общества, они очень сильно различаются по этим четырем пространствам. Соответственно, когда мы говорим о методологии, мы говорим о методологии как о мировоззрении, подходе,
справляться с проблемами и трудностями, которые подбрасывает это новое состояние мира и общества, и одновременно держать оборону и, с одной стороны, оборону, и с другой стороны, связь с теми, кто к этому новому обществу отношения не имеет. Поэтому сама по себе методология, ее декларации или манифестации уже проводит границу между той частью, вот этими двумя частями людей, на которые будет разделено вот это новое общество. Каким образом? Для того, чтобы описать, каким образом эта граница возникает, образуется и проводится по всем пространству, нужно, наверное, сделать экскурс в то, как возникали первые методологические представления. В 50-е годы, когда методологи задумались о новой программе исследования мышления, они сразу же столкнулись с тем, что вот автопоэзия, да, а как мыслить мышление. То есть можно мыслить нечто неположное мышление. Мышление в этом смысле всегда рассматривается объект или интенционально заточенное, завязанное на некий объект неположный, противоположный, противолежащий тому, о чем мыслится. В этом смысле долгие тысячелетия в мышлении доминировала и господствовала субъект-объектная схема и субъект-объектное представление. То есть люди, наука, философия, техника мыслили о чем-то, оставляя все то, что является принадлежностью самой мысли, как-то за рамками того, о чем можно мыслить, о чем можно говорить. И здесь, значит, когда ставится задача мыслить не то, что мне положено тебе, а мыслить самое себя, возникает целый ряд проблем, сложностей и трудностей. И эти трудности, с этими трудностями методологи столкнулись не первыми, потому что уже на протяжении 100 лет до этого с тем же самым сталкивались микропсихологи и философы. И к этому времени, когда методологи об этом задумывались, уже существовал развитый структурный подход, в общем, наработаны были и продекларированы какие-то системные представления. Поэтому было понятно, что мышление, которое мыслит, необходимо рассматривать в категориях процессов. Но для того, чтобы его анализировать и каким-то образом с ним работать, необходимо в этих процессах вычленить какие-то статичные организованности. Ну, например, если мышление результат, то мышление процесс, то мысль это результат. Соответственно, мысль мы не можем исследовать так, как мышление, оно дано в какой-то иной форме, но понятно, что мысль не может быть оторвана от процесса мышления, это всего лишь какой-то этап и какая-то случайная контаминация событий внутри процесса, которая дает возможность рассмотреть это не процессуально, а как-то статично, структурно и оторвано от процесса. Но, опять же, сразу возникает вопрос и проблема, а каким образом непрерывный, неостановимый процесс можно остановить, зафиксировать и вычленить мысли как результат или как нечто статичное, что можно положить под микроскоп, на приборную доску и с этим что-то сделать. Первое, с чем попробовали работать методологи, это были тексты,
предшествующей формации, которые уже не могли иметь продолжения. Ну, например, Кант пишет там какую-то книгу, эта книга затем не редактируется, то есть транслируется в том же самом виде, в котором она была последний раз автором предложена, и, соответственно, вот такой вот конец, не меняющийся конец процесса мышления, может быть подвергнут анализу и может быть положен как предмет изучения на доступ. И методологи занялись исследованием, ну, не Канта, а в первую очередь Маркса. Так это было удобно и по политическим, и по идеологическим, и по разным прочим причинам. И в этом смысле предполагалось, что Маркс, который на протяжении своей жизни, деятельности менял свои представления, развивал их каким-то образом и так далее, когда закончил свой жизненный путь, оставил то, что дальше не может быть изменено. Вот это вот представление о том, что можно изучать таким образом труды Маркса, очень похоже на идеологические формулы того времени, и даже более позднего, что мышление Маркса или марксизм – это не только вершина человеческой мысли, но это как бы законченная человеческая мысль. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно, и в общем отменяет любую необходимость придумывать что-то другое. В данном случае имелось в виду не такая идеологическая конструкция, а именно как вот омертвленный, овеществленный результат процесса мышления. Но опять же, столкнувшись с такого рода крупным объектом, как, ну, например, «Капитал Маркса», можно не брать все наследие Маркса, а взять его «Капитал», или там какие-то отдельные труды, то даже разбирая, анализируя такие огромные объекты, приходится, опять же, подключать процесс мышления актуальный. И в этом смысле все те же самые проблемы, которые есть при остановке процесса, да, делании среза процесса, чтобы он был статичным, возникают и при взятии в качестве предмета рассмотрения вот таких крупных результатов мысли. Значит, методологи сразу же вынуждены были разделить мышление на разные типы, и эти типы были связаны с эволюционными генетическими представлениями. То есть, скажем, если эволюция взглядов Маркса, развитие его идей, предыстория Маркса в, скажем, лице Гегеля и там, последующие ревизионизмы, оппортунизмы и прочее, можно каким-то образом уложить в онтогенез марксизма, рассматривать мышление Маркса, вокруг Маркса и по поводу Маркса в онтогенезе его, то при изучении статичных результатов марксизма необходимо или приходится иметь с каким-то другим мышлением или с разворачиванием мысли уже в актуалгенезе. То есть здесь и сейчас в том, как мы сами мыслим по поводу омертвевшей мысли, данной нам в этом тексте. Ну, соответственно, для того, чтобы, то есть, схватив вот эти две вещи, онтогенез и актуалгенез мышления, сразу же мысль выходит, или там появляется идея какого-то филогенеза, то есть происхождения мышления как такового. Для того, чтобы понять мысль Маркса, нужно что-то понять про само мышление, без относительно к Марксу, до Маркса, вместо Маркса и без Маркса. Тогда мышление рассматривается вот в этих трех больших эволюционных генетических конструкциях. Онтогенетическое мышление, филогенетическое мышление, онтогенетическое мышление и актуалгенетическое мышление. Для работы по анализу результатов мысли, конечно, в первую очередь необходимо упорядочить, организовать, нормализовать каким-то образом актуальное мышление, актуалгенез событий. Соответственно, ни сам Маркс, ни кто-то из философов прошлого не мог ничего сказать.
заниматься психологи. Но когда психологи пытались этим заниматься, они тоже столкнулись с теми же самыми проблемами, просто на другом уровне, и им необходимо было остановить живой процесс. Живой процесс или поток сознания каким-то образом. Решая эти проблемы, они разбирались с методами интроспекции с одной стороны, а с другой стороны, они все-таки научились фиксировать определенные состояния, статичные состояния процесса и пытались изучать статичное состояние процессов, нарабатывая соответствующий категориальный аппарат для того, чтобы с ними работать. Ну, в частности, если психологи изучали процесс, сенсорный процесс, сенсорики, ощущение процесса, то ощущение как состояние, как результат являлось вот этим остановкой процесса, омертвением его, и можно было различать ощущение, то, что дано нам в ощущении, да, процесс сенсорный, и дальше по восходящей. Соответственно, восприятие или перцептивные процессы, образы, как статичные результаты этих перцептивных процессов. То же самое по отношению к памяти, воображению, представлению, а как быть в смысле. Только мы доходили от, скажем так, эмпирических сенсуалистических представлений о психических процессах или о деятельности сознания, перед нами вставала проблема второй сигнальной системы или символизма, проблема символизма как настройки, настройки, нахлобучки над вот этими сенсуалистическими сенсорными процессами. То есть мы можем, скажем, реконструировать те образы, которые возникают у человека в результате деятельности перцептивной, в результате восприятия, но затем, когда человек вступает в социальные отношения, он передает другому человеку не образ, а опосредованно через язык рассказывает об этом, и человек дальше уже в своем представлении или воображении восстанавливает те образы, к которым апеллировал тот, кто вступил с ним в предшествующий социальный контакт. То есть опосредованность психических процессов интерсубъективным миром человеческого языка, который построен отнюдь не на принципах ассоцианизма и сенсуализма, то есть он не имеет коррелятов физических процессов, создавало очень большие сложности, почти неразрешимые сложности в конце 19-го, начале 20 века перед теми, кто пытался исследовать мышление. Поэтому разные школы психологические, апеллирующие так или иначе к разным философским или психологическим школам, придумывали свои способы решения этой проблемы. Одно из решений этой проблемы попытался предложить Гегер, который тоже работал с методологами в начале 60-х годов. Занимаясь психическими процессами, он предложил, скажем, формальный аппарат для описания и анализа результатов. Это триада: пространственно-временная структура, модальность и интенсивность. То есть он говорит, если мы не можем, и нам даже нет в этом необходимости, описывать, фиксировать, собственно, содержание результатов психических процессов, мы можем безотносительно к содержанию описывать их в формальных каких-то формальных категориях. И этими формальными категориями мы считаем пространственно-временную структуру, то есть расположенность или локализация в пространстве и времени того, что является результатом любого психического процесса. Если это сенсорика, значит ощущение, если это перцептивные процессы, значит образы, если это мышление, значит мысли. Пространственно-временную структуру, модальность, соответственно, какие-то качества. Если это для образов, то это могут быть там, цвет,
теплота, температура, какие-то характеристики или еще что-то такое. Если это касается уже других каких-то психических процессов или результатов этих процессов, то, соответственно, набор модальностей может быть другим. Ну, интенсивность или количественное различие между разными результатами вот этих психических процессов. Но когда Векер попытался описать через вот эту триаду пространственно-временная структура, модальность и интенсивность мысль, как результат процесса мышления, он столкнулся вот с этой проблемой второй сигнальной системы и опосредованности мысли через социальное взаимодействие. Таким образом, тогда можно все-таки зафиксировать результат мысли, потому что он постоянно ускользает, перетекая из одного пространства, психического, собственно, пространства психики и сознания, в пространство социальных взаимодействий, социальной коммуникации. Векер выкрутился из этого через перевод. Он говорит, что мышление есть ничто иное, как перевод с языка на язык, с языка образов на язык символов, с языка символов назад. Ну и, соответственно, как только он попадает в пространство обсуждения вот этой второй сигнальной системы или семиотических, символических каких-то конструкций, то приходится признавать наличие огромного количества разных языков, и тем самым это опосредование не многообразных природных физических источников психических процессов от сенсорики, от сенсуализма, опосредуется чем-то одним, и это дает возможность, ну, скажем, как-то упорядочивать непредставленность, трагическую непредставленность содержания сознания одного человека для другого человека. Но это опосредование осуществляется через множество языков, множество алфавитов, символических конструкций, которых может быть даже больше, чем разницы типов в пространстве, которое опосредуется через это социальное взаимодействие. Ну и на этом, собственно, Векер остановился. Дальше сдвинуться никуда не смог. Что делают методологи в этом смысле? Методологи после какого-то короткого увлечения психологией с попыткой заимствовать подходы к изучению процесса мышления у психологов, понимают вот эту вот составляющую опосредования, то есть опосредование содержания сознания, содержания психических процессов через вторую сигнальную систему. Понимают, что эта вторая сигнальная система имеет самостоятельное значение, и нельзя, разбираясь с нею, локализовать предмет внутри того, что переводится через это опосредование в какие-то другие формы. То есть нельзя придавать большого значения индивидуальному сознанию, индивидуальной психике, а необходимо разбираться с тем, что происходит в этом пространстве опосредования. То есть там, где Павлов локализовал вторую сигнальную систему, то, с чем разбирались семиотики, структуралисты 20-30-х годов и так далее, выходит в это пространство, и в этом пространстве абсолютно отсутствуют эмпирические данные, какие бы то ни было, потому что там нет, скажем так, нет фактов, нет явлений. В этом пространстве, это пространство чистого символизма, чистых символов, чистых каких-то знаков. И несмотря на то, что мы можем устанавливать какие-то отношения между эмпирическим пространством и пространством символов и знаков, но это отношение между этими пространствами. А что происходит в самом пространстве символов и знаков? И здесь пришлось привлекать уже доработки теологической философии и тех философов, которые пытались работать с тем, что потом Кипхотеев
само по себе пространство семиотическое, пространство символов и знаков не существует до, после и вместо установления связи и отношений между физическими коррелятами, которые так или иначе потом развились в образы или в сенсорные ощущения, и миром знаков и символов. Тогда получается, что эти два пространства, эти два мира живут совершенно по разным законам и не могут быть сведены друг к другу. А существование или статус, онтологический статус этих пространств задается только отношениями между ними. Вот это вот мысль, идея достаточно простая, которую я сейчас пытался, может быть, таким многословным способом изложить. Она на самом деле шокирует любого исследователя, потому что когда физики в XIX веке еще пришли к выводу о том, что пространство математических форм или пространство физических законов, которые установлены наукой, действительно существуют только постольку, поскольку заданы какие-то отношения с физической, материальной стороной дела. И в этом смысле они действительны вне отношений между тем, что мы поняли, описали как физический закон в математическом виде, и состоянием того материального объекта, который мы описываем. Когда они это поняли, они завопили, что материя исчезла. То есть исчезла возможность, что бы то ни было определенное сказать про мир, в котором мы существуем физически, природный мир, в котором мы существуем, если все, что мы можем о нем сказать, это знаки, формулы, понятия и категории, которые сами по себе не существуют, если между ними, если с ними не установлена связь вот с этим самым миром, физических объектов. А существуют ли тогда физические объекты? Они все даны нам вот во второй сигнальной системе в виде знаков и формул, схем. А если схема существует только при установлении отношения их с тем, что в том физическом мире, то существует и сам физический мир, если с ним не установлены вот эти связи, отношения из мира знаков, символов и представлений. То есть, если физики и философы конца 19-го, начала 20 века пережили этот когнитивный эпистемологический шок достаточно легко, то в области гуманитаристики, в области методологии той же самой, этот шок, в общем, длится до сих пор. Причем с ним сталкиваются не только методологи, но и все те, кто пытаются мыслить о своем профессиональном мышлении. Когда, например, там Бурдье говорит, что общественного мнения не существует, он, в общем-то, указывает на ту же самую проблему. При этом он ведь не отказывается там, от опросов общественного мнения, там, или еще каких-то эмпирических процедур и так далее, и так далее. Он просто указывает на то, что все, что у нас появляется в нашем мышлении, в процессе нашего мышления, онтологически действительно только постольку, поскольку между появляющимся в этом пространстве организованностями установлена связь с тем, что существует вне этих организованностей. В принципе, дойдя до этого места в рассуждении, приходится апеллировать, опять же, к кантовским вещам себе и говорить о том, что онтологическое действительное существование нельзя приписывать ни тому, что находится в мире знаков,
если они не связаны с какими-то эмпирическими сущностями. Но точно так же нельзя предполагать действительного существования никаких физических сущностей или эмпирических сущностей, если они не имеют коррелятов в мире знаков и знаний. Эта проблема сродни психофизической и психофизиологической проблемам, которые были сформулированы в первой половине XIX века еще и до сих пор не решены. Не решены не потому, что, скажем, не нашли их решения, а потому что перестали искать. То есть они подвешены просто как проблемы до будущих времен. И вот эта проблема взаимоотношения между двумя этими мирами для методологов тоже является такой же. То есть проблемой, которую мы оставляем последующим поколениям методологов. Сами же принимаем определенный логический, гипотетический ответ. То есть мы предлагаем, мы делаем допущение или осуществляем постулирование ответа на эту проблему. И это постулирование, в общем, звучит достаточно просто. Результатами или статичными продуктами мышления являются схемы. Люди, если они имеют отношение к мышлению, люди мыслят не словами, не образами, не понятиями. Люди мыслят схемами. А чем, собственно, схема отличается от понятия? Схема от понятия отличается связью нескольких пространств между собой. Вот обратите внимание, то, что я сейчас рассказывал про эмпирическое пространство и семиотическое пространство, через которое опосредуется все социальное взаимодействие и строятся отношения между людьми, то для того, чтобы удержать эту мысль, эту конструкцию, необходимо работать одновременно с двумя пространствами. Любая схема, выясняется, это тоже удержание одновременно двух пространств. Тогда я могу это нарисовать таким образом. Значит, мы имеем заданные на самом себе, для индивида, психические процессы, изучая которых мы приходим к этим методологическим проблемам, методологическим сложностям, связанным с разделением процессов, как текущих и в этом смысле не имеющих никогда действительного содержания, которые могут быть только умерщвлены, как-то остановлены, или для которых постулированы результаты, и изучаются результаты, а не сами процессы. И эти завязанные друг на друга процессы сознания, психические процессы и так далее, не даны никому другому. То есть они как трагически не представлены для других людей. И взаимодействие между людьми строится через некое пространство, другое пространство, которое называлось разными исследователями по-разному, соответственно. Да? Вторая сигнальная система, семиотическое пространство, идеальное пространство или еще что-то такое. И, соответственно, вот это опосредование дано оно, существует ли оно, стоит ли с ним разбираться, можно ли с ним разбираться, все это доступно только тому, кто удерживает эти два пространства. Соответственно, эти два пространства задают минимальную схему в моем рассуждении, и мы говорим, что и вот в этом опосредующем пространстве обмен содержанием мысли или в этом смысле сама динамика, процессуальность мысли, мышления, то есть осуществляется на схемах. Схемы в этом смысле являются
атомами или материальным субстратом мышления. С вот этой вот констатацией оговорки, что всякая схема, она связывает два пространства. Но какие пространства она может связывать? Вот в контексте того, что я сейчас рассказываю, это может быть пространство существования и течения, да, становления. То есть того, что постоянно течет и меняется, и того, что можно в этом постоянном изменении, процессе, в потоке остановить, зафиксировать, вырвать из процесса. Вот это вот вырванное, омертвевшее состояние, это одно пространство, которое может быть помещено в схему, и сам процесс — это другое пространство, которое должно быть помещено в ту же самую схему. Если в своем рассуждении мы приходим к этому моменту, то тогда можно сделать финт, идти в сторону и спросить себя о своей способности удерживать два пространства. Тогда, значит, с одной стороны, мы можем эмпирически констатировать, что каждый человек, который в той или иной степени, может быть, подозреваем в принадлежности к Homo sapiens, способен к работе с второй сигнальной системой. То есть он может обмениваться знаками, символами с другим человеком. Но такой ответ нас не устраивает, если мы понимаем, что мышление, то есть то, на что указывает вот этот атрибут sapiens в человеке, задано на материале схем, то есть на удержании одновременно двух пространств. Тогда для того, чтобы уточнить, проверить, констатировать принадлежность человека к сапиенсу, нам необходимо проверять не то, насколько он владеет языком, может работать на уровне второй сигнальной системы со словами, теориями, понятиями и так далее, а способен работать с минимальными единицами мышления, со схемами, удерживающими, каждая из которых удерживает как минимум два пространства. И как только мы понимаем, что само владение языком или оперирование второй сигнальной системой не делает человека принадлежащим, включенным в процессы мышления, и возникает вот этот первый тезис меморандума Проктора. Может быть, люди разделяются по этой способности оперировать схемами и способностями оперировать просто второй сигнальной системой. Опять же, тогда психологи здесь вообще ничем помочь не могут. Здесь необходимо обращаться к структурам языка, собственно, к структурам лингвистики. А что мы знаем про это пространство второй сигнальной системы, и что мы с этим можем делать? Здесь, не углубляясь в собственное рассуждение методологов, я могу сослаться на то, что методологи втягивают в себя в свой подход, картину мира из наработанного другими философами, школами, методологами и так далее. Мы вспоминаем, например, о Поппере с его, с одной стороны, онтологическим представлением о трех мирах, а с другой стороны, о языке и функциях языка. В этом смысле Поппер выделяет 4 функции языка, 2 из которых доступны любому человеку, овладевшему, которым овладел язык, экспрессивный
функция, как она там еще называлась, функция, позволяющая нам обмениваться сигналами и управлять друг другом. Но вот уже дескриптивная функция и дальше аргументативная функция, которая Поппер считал выше, оказываются сами по себе не даны человеку, который может разговаривать на языке, оперировать какими-то языковыми конструкциями. Дескриптивная функция, казалось бы, достаточно простая, то есть это возможность описать в второй сигнальной системе то, с чем человек имеет дело, и то, что у него через пространственно-временную структуру, модальность и интенсивность появляется как результат психических процессов сознания. Передача описание содержания собственного сознания, того, что на табло сознания, передача в социальном пространстве другому этого возможно только через описание того объекта, который передается. И по этому описанию другой его так или иначе восстанавливает. Так вот, дескриптивная функция вроде бы автоматически должна присутствовать у любого человека, который способен к языку, владеть языком. Но как только мы начинаем изучать этот вопрос, а не априорно постулировать такую способность, то окажется, что нет. Такая способность не дана человеку вместе с овладением языком, его лексическим аппаратом и так далее. Выясняется, например, вот в этом смысле очень характерное исследование Щербы у лужинских сорбов. То есть изолированный народ, живущий почти в центре Европы, сохранивший свой древний язык, на котором нет письменности, нет поэзии, высокой поэзии, нет развитой литературы и так далее. Оказываются люди, которые по преимуществу пользуются сорбским, лужицким языком, не способны осуществлять дескриптивную функцию. То есть они не могут построить монолог на сложную тему. Если они переходят на немецкий язык, там все оказывается гораздо проще. То есть поскольку они живут в окружении немцев и пользуются в быту лужицким языком, а на базаре, например, или в школе немецким языком, на немецком у них присутствует дескриптивная функция, а на лужицком языке она отсутствует. О чем и речь. Но способности у человека все равно нет. Самой по себе. То есть она осваивается вместе, не просто с языком, да, но с развитием языка. Это функция языка, а не человека. Ну вы же сказали, что по-немецку они могут это описать. Ну, посмотрите, я же говорю. Этой способности у человека как таковой нет. Ага. Она принадлежит языку. Да? Если у И нас в русском они появляется связка человека и языка только через специально организованное обучение. Причем оно несложное обучение. Это пересказ того, что изображено на картинке. Это написание изложений сочинений там, и так далее. Да? Реконструкция, пересказ и прочие такие вещи, которые делаются, начинаются в начальной школе, но потом развиваются уже в средней школе и так далее. Так вот, если это делается, это у человека появляется. Если это не делается, то этого не появляется у человека. Почему я говорю про то, что у лужинских сорбов нет этого вместе с литературой? Была бы литература, соответственно, было бы это и в языке. Да? В языке, но не факт, что в носителе. Потому что недоучившиеся носители естественного немецкого языка точно так же могут быть лишены этой способности. Понятно? Вот.
чем? Это первая из высших функций, дескриптивная. Аргументативная функция, она еще сложнее. Потому что аргументативная функция уже не может базироваться и удовлетворяться только удержанием двух пространств. Там необходимо апеллировать к нескольким пространствам. И эти несколько пространств, ну как минимум три, вот они у Поппера зафиксированы как пространство физических явлений, пространство явлений сознания и пространство знания, которое не присутствует ни в сознании, ни в этом физическом мире. Для человека, который вступает в коммуникацию с попыткой прибегнуть ко всем четырем функциям языка, завязано на то, что важно не только что говорится, но и как говорится, кем говорится, кому говорится. Соответственно, и обратная ситуация, когда мы затрагиваем слушание и понимание. Да? Что мы понимаем, что говорится, мы понимаем, как говорится, мы понимаем, кем говорится, и мы понимаем, кому говорится. Если не учитывать хотя бы 4 вот эти составляющие, да, а слушать или уметь работать на уровне освоения языка только с тем, что мы перестаем абсолютно понимать речь другого человека и вообще какую бы то ни было речь. И тогда, и тогда я тогда проскакиваю еще ряд каких-то этих моментов, раз у меня осталось мало времени. Думаю, что уже понятно и очевидно связка с тем, что я говорил в начале, с вот этим разделением человечества на две неравные категории. Человечество, та часть человечества, которая владеет всеми функциями языка и может оперировать схемами, удерживающими минимум 2 пространства в себе, и теми, кто этого не способен. Соответственно, развитие цивилизации и развитие культуры ведет к тому, что большинство необходимых для выживания качеств, свойств человеком приобретается не в процессе сознательного обучения или сознательного стремления к этому, но автоматически через включение человека в простейшие социальные отношения. Простейшие социальные отношения требуют опосредования этого всего с существующим естественным языком, и поэтому маленькие дети, скажем, живущие в крестьянской среде, там, в 19, скажем, веке, вне радио, телевидения, газет и так далее, с огромным трудом учились грамоте, счету, письму и так далее. Современные дети осваивают все эти вещи уже в 3-4 года без каких-то ни было усилий. То есть потеряла значение дидактика как техника и работа вот с обучением простейшим функциям взаимодействия социального. Но как только мы останавливаемся на этом, потому что нам в мире знания, в социальном мире, представление о том, что необходимо человеку для жизни в современном мире, в общем-то, пришло из 19 века, со времен борьбы между реальным и классическим образованием, и мы, в общем, почти ничего не добавили к этому. Мы пытаемся делать вид, что содержание образования осталось неизменным с 19 века. И тогда мы ничего не сделали для того, чтобы люди осваивали, специально осваивали высшие функции языка, без которых невозможно, становится невозможно мышление. А то, что необходимо людям для жизни, для их адаптации в социуме и так далее, эти люди достигают автоматически. Автоматически, без возможности оформлять это в схему. То есть они работают на уровне автоматического взаимодействия, автоматизированных систем с обратной связью. Эта обратная связь оперирует символами, знаками второй сигнальной системы, практически неотличимыми
без специальных технических приспособлений неотличимыми от того, чем оперируют мыслящие субъекты. И поэтому возникает иллюзия, что мышление как такового и не существует. То есть нам просто достаточно обмениваться репликами, словесными конструкциями, не прибегая к дескриптивной аргументативной функциям языка, и поэтому эти функции просто не осваиваются, несмотря на наличие в языке соответствующих пластов их содержащих, то есть литературы, поэзии, философских текстов, там, правовых документов и так далее, и так далее. Всего того, что накоплено человечеством. Отсюда невнимание к разнице между просто потоками сознания, результатами различных процессов, протекающих в сознании, и в первую очередь того, что называется мышлением, приводит нас к забвению или неучету всего того, что необходимо человеку, развивающемуся человеку, способному или потенциально готовому к изменениям в мире. Когда мы начали делать агентство гуманитарных технологий, сначала в 1994 году, потом в 2009 году в Летучий университет, я проскакиваю это целый ряд этапов, мы решали одну единственную задачу. Это задача запуска в мире, в пространстве опосредования социальных взаимодействий процессов, которые в нем отсутствуют. Например, в 1994 году я ставил себе простейшую задачу. В Беларуси нет аналитики, социальной, политической аналитики, даже экономической, поэтому это надо сделать. Простите, я никого не учил аналитики тогда, и я не искал, кому бы она была нужна. Я просто запускал это в двух одновременно пространствах. То есть в пространстве схем, запуская вторую, третью, не знаю, там, сигнальную систему, ряд схем. И вступая в социальное взаимодействие, этими схемами пугал людей окружающих. Ну и как только удалось наладить отношения. Да. При этом, смотрите, кажется, я уже говорил это, еще раз повторю, чтобы это не вылетело из рассуждения, да, не ушло из дискурса, что существование чего-то в одном из миров задается не его имманентным присутствием в этом мире, а отношениями, которые устанавливаются между схемами. Я не буду даже обозначать конец этой стрелочки, к чему она привязана, но обозначу ее как просто провисающую между пространствами. Существование чего-то в каждом из пространств задается не имманентным присутствием этого каждого из пространств, а установлением отношений между тем и тем. Когда эти отношения установлены, мы можем говорить и там что-то появилось, с чем уже невозможно не считаться и что невозможно игнорировать. Поэтому делаются схемы, затем этими схемами задеваются люди. Когда между схемами и людьми или тем, чем люди задеваются, установлены связи и отношения какие-то, это появляется в каком-то пространстве. Вот тогда я это делал с аналитикой, ну, параллельно там еще, прям всякой суеты. А сейчас мы это делаем в Летучем университете. В этом смысле, опять же, я могу это все расписывать достаточно детально, но не здесь и не сейчас, наверное, да, в процессе. Я говорил о том, что по меморандуму человечество будет разделено на две неравные части. Человечество будет разделено на две неравные части по неизвестному нам параметру. Я говорил про неизвестный этот параметр как про
которая проложена по нескольким мирам. Логоса, этоса, праксиса там, и так далее. Сейчас я могу это назвать, эту границу. Грубо говоря, она даже параметр. Эта граница проходит по личному университету. Собственно, вход и выход. Я не слышал ваших смешков. Вход и выход летучего университета. Это и есть та граница, проходя которую человечество селектируется на две неравные части. По крайней мере, в локальной Беларуси. И когда нас называют там единственным местом в Беларуси, которое субъективирует и осуществляет производство смыслов, там или еще куча метафор про нас существует. Но все, что мы делаем, мы выполняем функцию вот этого демона Максвелла. Пропуская через себя людей, мы селектируем их на две неравные части по неизвестному нам до конца параметру, хотя его можно уже описывать и так далее, да, но мы, по крайней мере, пограничный пункт построим в летучем университете. Но проблема в том, что в летучем университете обращаются, крутятся, присутствуют уже десятки людей. Даже десятки здесь присутствуют прямо, еще куча сюда не ехала, не доехала, еще по каким-то причинам здесь отсутствует. К летучему университету имеет отношение достаточно большое количество людей. И подавляющее большинство этих людей, которые имеют какое-то отношение к летучему университету или с летучим университетом, понятия не имеют, что они проходят пограничный контроль. Пока визу не ставите, так штампа же нет. Ну да. Но, смотри, какая штука. Контрабандисты. Мы можем, конечно, сделать вид, что мы также превосходим все университеты в Вселенной. Как израильские службы безопасности превосходят все остальные пограничные. Да? Если нас шмонают там в метро, хватают людей с рюкзаками, заводят там в какую-то коптерку проверять рюкзаки и так далее, то израильтяне сейчас почти автоматом пропускают все, потому что контроль у них начинается за несколько километров до подъезда к аэропорту. С детства начинается. С рождения. То есть первые сканеры стоят там далеко на подходах, да, поэтому при всяком подозрении человека уже начинают вести, и если никаких подозрений не возникает, он как бы легко проходит пограничный контроль или там контроль безопасности в аэропорту и прочее. У нас же при, ну, там, скажем, в Беларуси или где-то в других странах, где служба безопасности не так хорошо развита, надо органолептически хватать, штампы ставить, отпечатки пальцев снимать, там, не знаю, на каверзные вопросы отвечать и так далее, и так далее. При развитой службе всего этого как бы не надо. Я бы, конечно, хотел сделать вид, что мы превосходим, да, всех, как израильская служба безопасности. На самом деле это не так. Никаких сканеров у нас нет. Никаких этих самых, ну даже органолептически не очень прощупываем и так далее. А мы это делаем. Но меня сейчас пугает не это. И то, что я хотел бы вот в этом смысле, чтобы вы поняли, да, меня настораживает, пугает то, что подавляющее большинство людей, имеющих отношение к летучему университету или имеющих отношение с летучим университетом, этого не понимают. Не понимают, и в этом смысле не участвуют в отборе раз, не проходят отбор два, ну и главное, они не осуществляют вот эту вот работу по установлению того, что делают культурные, прочие объекты, наделяют их статусом существования. То есть не устанавливают связь, отношения, корреспондирование между артефактами, как сейчас любят говорить про Хадсон, артефактами в одном пространстве и в другом.
какого смысла проектировать? Да потому что помимо всякого другого, что мы делаем, вынуждены делать точно так же, как и все остальные НКО, там, не знаю, сотрудники, пенсионеры и прочее, прочее, мы создаем схему и работаем исключительно в семиотическом пространстве. Пусть это производство, это создание очень и очень ограниченное, очень и очень медленное. Медленное, и особенно в последнее время замедлилось в связи с затуханием клонического семена. Но если это производство не налажено, если мы занимаемся только преподаванием, то есть изложением того, что создано другими, если мы только учим других, если мы только реализуем проекты, заданные формально пространственной временной структуре модальной интенсивности другими, донорами, там, Еврокомиссией, Госдепом и так далее, то мы в самом деле попадаем в эту ситуацию. Мы попадаем в ситуацию марионеток, исполнителей или людей, существующих в обратной связи друг с другом, но не являющихся обитателями двух миров, связывающих на себе семиотические и эмпирические конструкции. А раз так, то, соответственно, деление людей на две неравные категории к нам не относится. Потому что мы все в одной категории. Летучий университет, если не начнет расширять количество тех, кто сознательно участвует в этом процессе, который я описал, мы скоро сдохнем, выродимся. А что значит начинать принимать участие в этом? Начинать принимать участие в этом означает переключаться на занятия методологии. Это звучит грубо и, может быть, звучит вызывающе, потому что для летучего университета нами годами постулировался принцип Мао Цзэдуна, да, пусть расцветают все 100 цветов, пусть тут все присутствует, виднее, и так далее, и так далее. А теперь я возвращаюсь к своему старому и, наверное, многим кажущемуся каким-то неправильным тезисом. Методологизация всех 4, ну и более школ летучего университета является задачей ближайшего этапа развития летучего университета. Методологизация осложняет жизнь людям, но она не отменяет ни предметной работы, ни специализации, ничего. Просто делается на другом уровне, на 10 сантиметров от земли. Ну, за неимением времени я больше не буду читать. У нас еще есть там лет 10 на дальние отказы сидеть. Где есть питание? Вы говорили про 4 утверждения, 4 функции, да? 4 Языка. Языка. Языка, да. Ну, я сейчас попробую вспомнить. Там экспрессивная, номинативная или коммуникативная, да, дескриптивная и аргументативная. Я не помню там точно, как ее Поппер формулировал, но это уже не важно, потому что примерно эти же 4 называют и ряд других исследователей. Разделяя иногда, например, там, нормативную, коммуникативную и номинативную на отдельные. Можно? О том, что методолог, если замечает отсутствие некого необходимого процесса в пространстве, задает схему и популяризирует эту схему тем, кто может в дальнейшем создать процесс или явление. И вы говорите о том, что необходимо создавать этих методов. Существует ли достаточное количество тех, кто будет потом работать над этими процессами, над явлениями или феноменами, которые методологами будут продвигаться? 0 – это достаточное количество? Нет, я тогда буду говорить не про количество, а про потенциал.
1994 году и начал с себя. Больше никому, ни одному человеку из 10 миллионов белорусов ни методология, ни аналитика, ни все, что я делал, нахрен было не нужно. И сейчас. Ну и сейчас не нужно. Ну тогда нас было 9 минут. Кому? Кому? Вот этим вот. Дело в том, что сейчас Он книжки выступает свои не святой научился отец, надо продавать. верить. А ему еще методологию давать. Здесь главный вопрос веры, а не вопрос знания. Так, У мене таке питання, переводчу, мабуть, в Фінляндії відбувається зміна едукаційної парадигми, вони міняють предметно орієнтовану едукацію на ситуаційно орієнтовану едукацію. Як ви могли прокомментировать это высветлялось этого меморандума Бломберга? Тебе это вот сприяет развитию мысли на такое примерно парадигмы? Или это как раз засвоению сприяет социальным необходных поводин для Понимаете, какая штука? В Финляндии я еще не разобрался, что там происходит. Но если взять только то, что я слышал про это и читал, то в Финляндии сейчас происходит охренительная диверсия против человечества. Но я подозреваю, что об этом пишут дураки и идиоты. Поэтому то, что доступно в средствах массовой информации, скорее всего, является наглой ложью про то, что делают фильмы. Поэтому надо поехать туда и посмотреть собственными глазами. Потому что пишут об этом люди, которые вообще не удерживают пространство. А финны, мне кажется, все-таки немножко продвинутые люди, да, чтобы вот такую глупость делать, как это описывают журналисты проектов формы образования. При этом возможно, что финны окончательно приняли меморандум Бромберга за основу и решили, что там 10% финнов будут нормальными, а все остальные на свалку безусловный доход. То есть родился и на пенсию. Тебе ничего не требуется больше. Тем могут кормить жвачкой по телевизору, да, играть в игрушки и все. Ну, нет, дальше питание. Для меня эта драматичность меморандума Бромберга, она, просто не стосується з тим параметрами, які ви виводите. Ну, я кажу, мені це володіння фактично двома вищими функціями мови. І питання, чому, ну, ви самі казали, що фактично у різні там історичні епохи, у різних соціальних ситуаціях візьмете поділ, він проходить, ну, ён періодично проходить, так? І чому менавіта сёння гэты падзел пішацца ну, у функцыі мовы? Не зразумела, бо Да ничего. ну, я ж ведаю Мацкевіча, і ён так захацелася, то і не было у нас. А это Вадимова сказал. Нет, я Вадимова не правда. Понимаешь, какая штука? Да? Что будет делать человек, которому с детства гарантирован безусловный доход? Ну вы хотите сказать, что паколькі ў сучасным свеце гэты две першыя функцыі перайшлі на аўтамат, ну гэта задае драматычнасць. Да. Сегодня кожному человеку забеспечен доступ до, ну скажем, хоть и дрянная модель, лишь за отсутностью лепшей, да, по пирамиде Маслоу. Йому гарантовано все необходне для життя. Йому гарантована безпека. Это другие там, это самое. Йому гарантовано навіть як это там третье по Маслоу. Социальное признание. Да, со всеми прибамбасами прав человека, да.
А вот самоактуализация остается ему самому. Никто об этом не заботится. Да? Но человек об этом заботится только тогда, когда он преодолевает границы удовлетворения ниже лежащих потребностей. По инерции он может вылетать туда. Откуда он наберет инерцию, если все гарантировано? И тогда, как бы, да, сегодня не надо зубрить таблицу умножения. Кто-нибудь учил таблицу умножения своим детям? Сейчас дети осваивают то, что нам давалось, например, еще по старой дидактике с трудом. А представьте себе, если бы мы учили арифметику с римскими цифрами, да? То есть как бы все еще было там сложнее, да, и так далее. Сейчас развивается, с одной стороны, и семиотические инструменты развиваются, да, и они даны детям непосредственно в бытовом смысле. Через планшеты, компьютеры, телефоны, телевизоры и так далее, и так далее. Они этим проникаются автоматически. Проникаясь автоматически, они не нарабатывают средства освоения, понимания этого всего. И когда они выходят в социальное взаимодействие, они думают, что они общаются со всеми такими же, как и они. Это вот сейчас очень красивая ситуация со Светланой Алексеевич происходит. Ладно, Светлана Алексеевич там нарушила целый ряд коммуникативных языковых прибамбасов. Да? Но вот я говорю, защищая Светлану, понимаете, давайте восстановим контекст. Говорит, какой контекст? Какое отношение имеет контекст к тому, чтобы понять, что она сказала? Они все понимают, что она сказала. Я вот не знаю, не слышал вопроса, на который она отвечает. Я пытаюсь восстановить его. Они говорят, нахрена? Да, она обидела всех поляков, которых евреи зачислили в это самое, в праведный мир. Где? По-моему, она вообще-то похвалила поляков, латышей, литовцев и даже украинцев в своем выступлении. А все обиделись. И смотрите, какая штука. Да? Если это происходит на таких простых текстах, а это вот текст вот такой вот длинный машинописный, да, весь укладывается в два абзаца, то вот когда мы читаем про то, что Земля не является прародиной человечества, там, сенатор, еще что-то, когда мы читаем, слушаем про басни, про клонирование, когда нас пугают генно-модифицированными продуктами, и когда 60% населения в соцопросе отвечает на то, что они опасаются продуктов, содержащих ДНК. К какой части человечества относятся эти люди? Да, да. Смотрите. Это что делали ранее? Я просто нет. Такого подела раньше не было, потому что раньше люди знания имели отдельные права. И они жили изолированно, в той или иной степени изолированно, да, от других. Вот скажем, вопросы клонирования и генной инженерии обсуждались в университетских аудиториях, в лабораториях медицинских. А сегодня нет такого вопроса, который не обсуждался бы в массах. Или есть еще питание, ох ты, мама дорогая, у нас уже час вышел, ну добре, Павел, коротко, Светлана и, пробачьте, и все, на этом скрывай, Павел. У меня вот коротко не получится, поэтому я, наверное, ну, тогда вы завтра вдвоем. Я просто прокомментирую одним словом, что наблюдаемая методологическая такая эволюция в духе Гриффиндор побратил. Философ за себя покажет. Так, Светлана. Следующий. Я хотела сказать, как демократизм за нас это не важно.
Вот понимаете, Игорь сейчас про финскую реформу образования, да? А вот мне Степан Стрейко сейчас в Вильнюсе расскажет. Знаете, говорит? А? Степан Стрейко расскажет. Знаете, говорит, в ЕГУ приехали миссионеры из Канады и предлагают поменять учебный план. А в чем состоит учебный план? 30% времени предлагается в высшем учебном заведении отводить на обучение разговаривания. Говорить, отвечать, улавливать контекст и прочее. Он говорит, ну это же ужас. Мы не успеваем предметы преподавать. А еще 30% отдать вот на то, что я рассказывал здесь примерно, да, на обучение схемам, там, согласованием подлежащего и сказуемого. То, чему надо, казалось бы, раньше учились в начальной школе. А сейчас в вузах этого не умеют делать. Но смотрите, конечно, жадность Степана Стрейки, как преподавателя ЕГУ, состоит в том, что ему жаль отдавать 30% часов на такую херню. Да? Но при этом, если этой херней не заниматься в ЕГУ, они же предметов вообще понимать не будут. Они их и не понимают. И в остальных вузах точно так. Я бы сказал, что надо этим заниматься в тучем университете 50%. Ну, это игра. А тогда как бы, смотри, какая штука. А как попасть вот, если принять меморандум Бромберга за принцип, да? Человечество будет разделено на две неравные части. И так далее, неизвестными параметрами там и прочее. Да? И одна часть навсегда обходит больше. Так вот, а вы про себя хотите понять? А если хотите, в какой части человечества вы находитесь при этом деле? Опять же, вот, у меня просто нет времени, да? Я просто за параллель в эту штуку с критикой британской этики Вебера, да, связанную с ростом капитализма и процветанием в протестантском исламе. Почему Вебер видел место, где это происходит, связано с протестантизмом, но не понимал самой процедуры процесса. Точно так же и здесь. Сейчас происходит, вот как тогда с протестантизмом, да, разделение людей, наций на две неравные части. Одни, устремившиеся к прогрессу и процветанию, и другие, постоянно их догоняющие. Сейчас происходит та же самая штука. Но при этом, что происходило тогда, в момент реформации в протестантском общине? Там была не игра, там очень серьезно все. А мы сейчас понимаем, что, в общем, в это можно только сыграть и выиграть. Если, конечно, вам безразлично, в какой части человечества, разделенного на две неравные части, ты лично оказываешься, можете играть. Так, дякую. Леонід Апошнік, коротке питання і короткий отказ. Питання почнеться з уваги, коли хтось сподівся, Маскевич спитався, хто відказує за дисципліну, чому там 30% йде розмови, коли можна їх відкласти на дисципліну. Це так. Просто процес йде непоривно. Як виховання кожним відбувається, а нема особливого виховавця у літучому університеті, який повинен відказувати, як своєчасово все починалося, так і тут. Це не питання. Питання таке. У самому початку цієї розмови було сказано, що, щоб вивчити нечто, треба це нечто спинити. І ось тут... Дослідувати. Вивчити не у сенсі, вивчити. Дослідувати. І одразу ж мелося на увазі, що спиніть. Але є спинення як рухання побач, одночасово в тим же напрямку, і тоді вже це можна дослідувати. Таким чином, коли ми дослідуємо бігучого чоловіка і слідуємо з ним побач,
то мы можем, по-первое, доследовать его механику, доследовать его утеки з КРУ-ЛАГа, ті утеки з свідомості, ті там соціалістичного лагеру. Таким чином, я лічу, що тут занадто агрессивно было постулировано поделение на две частки. Мы не высветлили, куда мы рухаемся. Я так скажу, можно сказать, мы за все доброе супроть самоукерства. Мы рухаемся в прогресс. Не зусім. Я хотел, спочатку я імкнувся менавіта ад гэтага адхіліцца, да? Я казаў, што ні грамадства трэцяй хвалі, там, ні нейкія іншыя вызначэнні. Мы не выбираем сёння, на жаль. Мы не выбираем куды рухацца. Бо на сёння у чалавецтва няма правадыра, які мог сказаць, куды. Да? Тое, што з намі адбываецца, это амаль натуральны працэс. З чалавецтвам усім. И коли вот чему я ссылаюсь на гэты меморандум, да, хоть это и фантастика, поэзия, либо полемичные конструкции. Бо свет змяняется сегодня с нашим утехом, конечно, а лишь не нами. И рухаться нам треба до разумения этих змен спочатку. Может быть, варто было бы эти змены отменить. Лишь, кто на это здольный на сегодняшний день? Никто. Вот. И тому, да, я не ведаю, куда мы рухаемся. Бо рух задається не мною. Я могу его так ці інакше писать. А лишь мое описание так само будет любого процесса, омертвевший. Есть метод, ну, например, коли Бернштейн вивчав ходьбу. Да. Процесс. Тады уже был кинематограф. Можно было снять, и вот снимки на киностужку ходьбы, это омертвение ходьбы, статика. Бо ее можно прокрутить, стоп-кадр зробить и так далее. Да? Так вот, коли нам удастся этот процесс сфотографовать неким чином, а себе динамично, там, как бы его можно было крутить, то мы тогда хоть трохи оволодаем. И вот трохи. И он станет доступным для вывучения, для доследования. На сегодняшний день мы рухаемся, як у пропасть, как у пастку. Можно кричать, там, ось хутка, там пастка, ось там изменение климата, там глобальное потепление, ці там ще щось здариться и так далее. А лишь кто это чует? Кому это потребно? Одни говорят одно, другие говорят другое и так далее. Так что мы не выбираем. Все? Оптимістичний носик. Ми скінчаємо зараз.